Главные новости умы в ноябре. Президент наградил главного муфтия орденом за доблестный труд. 25 тысяч россиян совершат хадж в 2026 году. На крыше мечети обезвредили мины. Исламская выставка впервые проходит на ВДНХ. В деревне Куенково Красноуфимского городского округа Свердловской области открыли мечеть. Земли Куенкова были даны башкирам за верную и неизменную службу царем Алексеем Михайловичем Романовым. Новый мусульманский храм получил название Фатх – Победа, в честь 80-летия Великой Победы и в знак справедливости. 100 лет назад на этом же месте стояла мечеть, которая в советское время была школой, а затем и магазином. Сегодня здесь вновь место поклонения Всевышнему. В России отметили День народного единства. Глава государства Владимир Путин и духовные лидеры традиционных религий возложили цветы у памятника Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского на Красной площади в Москве. К российской умме с праздничным посланием обратился главный муфтий шейх Равиль Гайнуддин. Для любящих Россию как свое отечество каждый день – это день народного единства и братства. Вечером того же дня Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград за укрепление национального единства заявил о стремлении Российской Федерации к сотрудничеству со всеми государствами планеты. Здесь часто звучали и вопросы, связанные с великой многонациональной российской культурой. Те каналы культурных связей, те импульсы, которые исходят из России, они, безусловно, направлены на то, чтобы создать такую же атмосферу и на международной арене. На прошедшей в Кремле церемонии вручения государственных наград за укрепление национального единства президент Владимир Путин удостоил главу Думы РФ муфтия шейха Равиля Гайнуддина ордена за доблестный труд. Заседание Совета по межнациональным отношениям прошло в Москве под председательством российского лидера. Участники обсудили результаты принятой в 2012 году стратегии государственной национальной политики и подготовку новой редакции этого документа на предстоящие 10 лет. Хочу поблагодарить за проведенную работу всех вас, Президентский совет, коллег из органов власти и общественных организаций, духовных пастырей традиционных религиозных объединений и наше научное сообщество. Владимир Путин также поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой объявить 2026 годом единства народов России. Реализацию государственной национальной политики в российских регионах обсудил Совет по межнациональным отношениям при Совете Федерации. От Думы РФ в работе заседания принял участие зампред по внутренним делам Равиль Сайфетдинов. В начале рабочей сессии ему вручили благодарственное письмо Совета Федерации. Россия и Саудовская Аравия заключили соглашение об организации хаджа в 2026 году. В Джидде документ подписали уполномоченный по делам хаджа комиссии по вопросам религиозных объединений при правительстве РФ Ильяс Умаханов и министр по делам хаджа и умры КСА Тауфик бин Фаузан ар-Рабия. Квота для Российской Федерации осталась на уровне прошлых лет – 25 тысяч паломников. Делегация Думы РФ и туроператора Муслим Тур в Саудовской Аравии посетила выставку по организации хаджа и умры в 2026 году. На ее полях состоялась серия двухсторонних встреч с представителями компаний-партнеров, организующих авиаперелеты, трансфер внутри Саудовской Аравии, проживание в отелях, питание, размещение в палаточном городке в долине Мина и другие этапы хаджа. Россия и Саудовская Аравия заключили межправительственное соглашение о взаимной отмене виз. Соответствующий документ в рамках Российско-Саудовского делового форума подписали вице-премьер РФ Александр Новак и министр иностранных дел КСА Фейсал Аль-Рахман. Зампред Думы РФ, доцент школы гуманитарных наук НИУ ВШ Эльдар Галеев выступил на 3-й международной конференции по арабистике в Европе. Он представил ключевые направления в изучении и преподавании арабского языка как иностранного в российских светских и исламских учебных заведениях. Конференция прошла под патронажем эмира Шарджи Султана бин Мухаммада Аль-Касими. Государственный музей Востока при поддержке Духовного управления мусульман РФ открыл выставку «Шедевры исламского искусства» в павильоне номер 13 на ВДНХ. В экспозицию вошло около 100 выдающихся памятников исламского искусства из собрания музея, созданных мастерами из Средней Азии, арабских стран, Ирана, Турции, Афганистана, Индии, Китая и России. Вернисаж провел директор музея Востока доктор Александр Седов. На открытии выступили первый зампред Думы РФ доктор Дамир Мухиддинов и куратор выставки заместитель директора музея Востока доктор Илья Зайцев. В стенах ВДНХ открывается, на мой взгляд, уникальная выставка, которая собрала памятники мусульманских народов мира, мусульманских народов, которые проживают на территории нашей страны. И в последние годы в связи с таким активным поворотом на восток и особых отношениях с братским мусульманским Востоком, как никогда актуально показать, что наша страна имеет огромную самобытную культуру, которая на протяжении тысячелетий мирно, в братстве, взаимоуважении проживают представители разных народов. Вот основная проблема, в определении этого искусства – это провести
пытаться наметить ту грань, которая отделяет, собственно, исламское искусство от, скажем, этнографии, да, или, допустим, от того искусства, которое было рождено европейскими влияниями там, в 19-20 веках. Вот этой выставкой, может быть, даем попытку ответа на этот вопрос. Все, что рождено исламским откровением, все, что рождено ссылками на исламскую доктрину, все, что создано под влиянием непосредственно исламского откровения, то и является искусством ислама. Выставка «Шедевры исламского искусства» продлится на ВДНХ до 22 февраля 2026 года. Муфти Гайнуддин поздравил шейхуль ислама Талгата Таджуддина с 45-летием духовного служения. Послание передал зампред Думрф по науке и образованию Ринат Ислямов на 16-й международной конференции «Идеалы и ценности ислама. Одна умма. Общая судьба» в Уфе. В Катаре прошел 30-й международный конкурс чтецов Корана имени Джасима бин Мухаммеда Аль-Тани. إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. В торжественной церемонии закрытия принял участие зампред Думрф муфти Рушан Абясов. Накануне он посетил прием, организованный от имени министра вакфов и исламских дел Катара доктора Ганима бин Шахина Аль-Ганима. Муфти Абясов поблагодарил доктора Аль-Ганима за сотрудничество. Муфти Гайнуддин встретился с председателем Дум Пензенской области муфтием Ислямом Дашкиным. Духовный лидер мусульман России оценил достижения духовенства региона и благословил на дальнейшие труды в утверждении духовно-нравственных ценностей, наставлении мусульман и работе в составе Думрф. В селе Урмаево Чувашской республики прошла межрегиональная конференция «Ислам в Чувашии. 380 лет со дня образования первой мечети в Урмаево». В ее преддверии в селе открыли два памятника – стелу, посвященную основателям села и служилых татар, и памятную доску с именами имамов на месте первой мечети Урмаева, действовавшей в 1646-1934 годах. Международный центр стандартизации и сертификации «Халяль» при Думрф стал первой российской организацией в реестре Государственного агентства по обеспечению качества продукции «Халяль» Индонезии. Это упрощает экспорт в страну продукции из России, соответствующей нормам ислама, рассказал РИА Новости руководительница из «Халяль» Айдар Газизов. На Всемирном саммите «Халяль-20» в ЮАР с участием более 50 государств нам вручен документ о включении в реестр агентства по обеспечению качества продукции «Халяль» Индонезии BPJPH. Халяльная продукция РФ, соответствующая нормам ислама, получает широкую возможность прямого выхода в страну с самым большим мусульманским населением – 200 миллионов человек. Сегодня у нашего бизнеса есть возможность уверенно занять рынки Юго-Восточной Азии. В Московской соборной мечети зампред Думрф Рушан Абясов принял делегацию из Индонезии во главе с начальником управления внешней политики и международных связей Центрального комитета партии Галкар профессором Али Махтаром Нгабалиным. Гость отметил, что в Индонезии видит огромный вклад президента Владимира Путина и главного муфтия шейха Равиля Гайнуддина в развитие дружеских отношений России с исламским миром. Зампред Думрф по внутренним делам Равиль Сафединов и председатель комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества по вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова обсудили законодательные инициативы, регламентирующие деятельность религиозных организаций, в том числе запреты религиозной литературы и религиозных обрядов в многоквартирных домах, проблематику намазов в общественных местах. Активисты Дум ДНР обезвредили 2 мины «Лепесток» на крыше Донецкой соборной мечети. Во время подготовки здания мечети Ахадь-Джами к зимнему периоду они закрывали разбитые от налетов окна плитами ОСП и заделывали стыковочные щели. В ходе работ активисты местной общины Адиль Брагин, Ренат и Ансур Айткулова и Аглям Галямов обнаружили на кровле 2 мины «Лепесток» и обезвредили их. Спецпредставитель главы Думрф в Донбассе муфти Илдус Исхаков и председатель МРОМ Мариупольской соборной мечети Алиулла Байбеков встретились с мэром города Мариуполя Антоном Кольцовым. Стороны обсудили взаимодействие Дум ДНР с муниципальными властями, в том числе психологическую поддержку населения, адаптацию трудовых мигрантов и патриотическое воспитание молодежи. Главный муфти шейх Равиль Гайнуддин принял делегацию саратовских мусульман во главе с муфтием Мукаддасом Бибарсовым. В ее составе прибыли саратовские имамы, работающие в зоне специальной военной операции, руководитель коранического центра Зейд бин Сабит Ильяс Ильясов и имам-хатыб Саратовской соборной мечети Рустам Мухитов. Рустаму Мухитову глава Думрф вручил медаль мусульман России за заслуги. Фандрайзинг в исламской благотворительности обсудили представители российских и зарубежных благотворительных фондов в рамках трехдневного форума «7 колосьев». В работе секций и дискуссионных панелей участвовали специалисты в области маркетинга, искусственного интеллекта, IT-технологий и бизнеса. Организатором форума выступил благотворительный фонд «Закят» при поддержке Думрф и Дум Москвы.
география нашего форума расширяется. У нас уже в этом году новый рекорд – это 180 участников и более 80 благотворительных организаций. Председатель Думы РФ, главный муфти шейх Равиль Гайнудин, встретился с президентом АО «Медицина», академиком РАН Григорием Ройтбергом. Духовный лидер отметил увеличивающийся турпоток из мусульманских стран. Люди едут в Россию, в том числе за высокотехнологичной медицинской помощью. Григорий Ройтберг поделился убеждением в огромной роли веры и молитвы для человека. В его клинике открыта универсальная молельная комната, адаптируемая под все традиционные религии страны. Четвертая межрегиональная конференция «Насрединовские чтения», прошедшая в поселке Параньга, Республики Марий-Эл, была посвящена памяти подвига группы Курмаша Джалили в Великой Отечественной войне. Гайнан Курмашев и Муса Джалили возглавили подпольное сопротивление в татаро-башкирском легионе СС «Идель-Урал». Благодаря их агитации пленные советские мусульмане подняли восстание и перешли на сторону белорусских партизан. Фашисты казнили всех членов подпольной организации 25 августа 1944 года. Первым на гильотину в тюрьме Плецензея взошел 25-летний Гайнан Курмаш. 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Камилю Тажуризину. Земляк Хусейна Фаисханова из нижегородского села Сафаджай Камиль Тажуризин в составе войск Первого Белорусского фронта дошел до Берлина. После войны ветеран 27 лет работал учителем, 10 заместителем председателя колхоза, а на пенсии был агрономом и руководил краеведческим музеем Сафаджая. Вместе с супругой Розой Зариповой воспитал сына и дочь. По поручению духовного лидера мусульман России муфтия Гайнудина руководитель аппарата Думы РФ Ильдар Нуриманов наградил Камиля Тажуризина медалью за заслуги. И сегодня ваш жизненный путь, любовь к Родине, сопричастность к ее судьбе являются достойным примером для молодежи, для всех нас. Желаю вам доброго здоровья и всего наилучшего. Президент Российской Федерации Путин. Имам Московской соборной мечети Марат Аршабаев принял участие в церемонии принятия присяги призывниками одной из частей 55-й дивизии внутренних войск МВД России. В Магнитогорской мечети Сахия ко Дню матери состоялась ежегодная акция «Молитва матери». Среди почетных гостей 40 матерей бойцов специальной военной операции. Участницы Маджлиса вознесли дуа о милости Всевышнего и защите их сыновей. В праздничный день матерей Российской Федерации поздравил главный муфтий шейх Равиль Гайнудин. Всероссийские соревнования по борьбе кареш, приуроченные к 80-летию Великой Победы, прошли на Огарев-арене в Саранске. Министерство спорта России, Республиканская федерация борьбы кареш, Духовное управление мусульман Мордовии и Мордовский госуниверситет объединились, чтобы создать настоящий праздник национального спорта. Первое место заняла сборная Башкортостана, на втором месте мордовские борцы, третье взяли спортсмены из Калининграда. Ректор Московского исламского института Дамир Мухиддинов и ректор Карачаево-Черкесского исламского института имени имама Абу Ханифы Ахмад Каитов обсудили сотрудничество в развитии исламского образования и проведении совместных мероприятий. Московский исламский институт провел 5-й межрелигиозный молодежный форум «Согласие разных». В этом году его приурочили к 200-летию со дня рождения ученого и просветителя Каюма Насыри. В столичном исламском вузе выступили представители власти, молодые ученые и религиозные деятели, христиане, буддисты и мусульмане. Формирование культуры, в том числе межрелигиозного общения, имеет большое значение, поскольку Россия является многонациональной, многорелигиозной страной, и умение находить общий язык с представителями разных философских, религиозных течений имеет важное значение. Цель нашего форума – формирование вот этой общей платформы, площадки, где молодые люди с самых разных религий могут встречаться, взаимодействовать, знакомиться с традициями, культурами друг друга. 22-е фаисхановские чтения прошли в Институте восточных рукописей РАН. Ведущие ученые обсудили изучение и популяризацию историко-культурного наследия ислама в России. Что касается нашего сегодняшнего мероприятия, то я его очень горячо приветствую, потому что это уже не первый раз фаисхановские чтения происходят на нашей площадке. Это очень важно, потому что это как бы соединение и того, что делает Духовное управление мусульман, и академической традиции, которая вот сохраняется в этих стенах Новомихайловского дворца, который тоже. Конференцию приурочили к 200-летию энциклопедиста Каюма Насыри, 150-летию теолога Мусы Бигиева, 100-летию библиографа Абрара Каримуллина и Международному дню исламского искусства. В рамках пленарного заседания чтения выступили ветераны российского исламоведения. Ученые презентовали новые исследования. Доктор Дамир Мухиддинов вручил факсимиле Екатерининского Корана 1787 года директору Эрмитажа академику Михаилу Петровскому. А в Зеленом зале Института восточных рукописей открылась выставка арабской вязи «Дивный свет».
На 22-х фаизхановских чтениях представили издание биографии Абу Ханифы, составленной в XII веке харизмийским ученым Алян Даразбани. Книгу при поддержке главного муфтия шейха Равиля Гайнуддина подготовил крупнейший отечественный исламовед Станислав Прозоров. Ученый перевел текст рукописи с арабского и снабдил издание научным комментарием. Абу Ханифа – это действительно образец. Это, если хотите сказать, символ, вот, один из символов исламского мира. Потому что это люди, которые формировали мировоззрение. Российские мусульмане, очевидно, знают, что это действительно один из образцов образованного ученого мусульманского мира. То есть он соединил, первый, кто очень удачно и соединил теорию и практику. То есть, скажем, теологию и фикх. И поэтому этот мазхаб правильнее было бы называть богословско-правовая школа. Станислав Михайлович всей его деятельностью дает прекрасный пример того, как чисто безупречное академическое востоковедение при этом является частью духовной жизни и культурной жизни и страны, и общины. Поставлена схема взаимодействия академической науки и духовного мира, и религиозного мира. Это вообще в традициях нашего отечественного востоковедения, в традициях нашего сегодняшнего дня. Председатель Думы РФ, главный муфтий шейх Равиль Гайнуддин и сенатор и благотворитель Сулейман Керимов обсудили итоги общероссийских благотворительных программ «Хадж Керим», «Рамадан Керим» и «Курбан Керим» за 2025 год. От лица десятков тысяч семей муфтий Гайнуддин сердечно поблагодарил Сулеймана Керимова за оказанную помощь. О создании рабочей группы по открытию центров изучения истории, языка и культуры Омана в России и наоборот договорились главный муфтий шейх Равиль Гайнуддин и министр религиозных дел и вакфов Омана Мухаммад бин Саид аль-Мамари. Министр пригласил духовного лидера мусульман России с официальным визитом в Оман, а сам побывал в Московском исламском институте и прочитал лекцию его студентам. Муфтий Гайнуддин и доктор аль-Мамари также встретились с замруководителя администрации президента РФ Магомед Саламом Магомедовым. Стороны обсудили актуальные практики укрепления общественного согласия. В этом году исполняется 40 лет с установления дипломатических отношений между Россией и Оманом. В апреле по итогам переговоров в Кремле президента Владимира Путина и султана Хисама бен Тарика аль-Саида было принято соглашение о безвизовом режиме между странами. Делегация Министерства религиозных дел и вакфов Омана во главе с доктором аль-Мамари посетила российскую столицу для открытия в Московской соборной мечети международной выставки во имя общечеловеческих ценностей, традиций взаимопонимания, добрососедства и мира в Омане. Экспозиция рассказывает об истории султаната Оман, его вкладе в мировую культуру, особенностях религиозной жизни и архитектурных традициях. Она с большим успехом уже прошла во многих странах мира, и по нашему личному приглашению и любезному ответу господина министра теперь прибыла в Россию. Отмечу, что, несмотря на дальние расстояния, Россию и Оман связывают давние партнерские взаимоотношения. Выставка также прошла в казанской мечети Аль-Марджани.